давайте будем его прославлять всей души, всей своей крепостью. Аминь? Аминь. Мы не разделимы, едины.
нуждаемся в Тебе больше, чем вчера. Мы нуждаемся в Твоем движении. Дух Святой, двигайся могущественным образом здесь, на этом месте. Наполняй это место своей славой, Отец. О, Отец Господь, мы благодарим Тебя, превозносим Тебе честь и славу, ибо только Ты достоин принять поклонение наших сердец и наших уст. Аллилуйя, Господь. И мы сегодня по обыкновению, как мы это всегда делаем, мы молимся, поднимаем, соглашаемся в молитве за наши нужды, за наше начальство и власти, за наших служителей, за всех святых, за которых мы призваны молиться. Отец Небесный, мы сейчас обращаемся к Тебе, потому что Ты сказал, прежде всего, прошу совершать молитвы за всех святых, за начальство власти. И мы сегодня благословляем тех, кто стоит у начала высокой власти. Мы благословляем их миром Божьим. Прежде всего, пусть в их сердцах будет мир Божий. Благословляем также мудрости, видением от Бога. Во имя Иисуса Христа мы в лице начальства и властей благословляем президента Якутии Айсета Николаева. Мы благословляем мэра города, Господь. И в Библии Иеремии 29 глава 7 стихе сказано: «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него, и молитесь, святые, за свой город, в котором переселены, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Пусть это состояние мира да будет прежде всего в наших сердцах, чтобы совершать великие Божьи дела во имя Иисуса Христа. И мы говорим, что мы любим этот город, мы молимся за этот город, мы хотим, чтобы город процветал, чтобы каждый живущий в этом городе познал истинного, живого Бога, чтобы они обрели спасение в Иисусе Христе и дар вечной жизни. Благодарим Тебя, Господь, за эту милость, Господь, за всех служителей Царства Твоего. Мы благодарим Тебя и за нашего пастора Алексея, которого Ты нашел верным служением и поставил, Господь, над этой церковью, чтобы он был пастырем. Мы сегодня благодарим, Господь, мы благодарны, Господи, за то, что Ты послал нам сегодня мужа своего, служителя Божьего, Царства Твоего, Данияра Сыгынбекова, Данияра Каргалдоева. Данияр Сыгынбекович, он был епископом нашего союза, и у него есть такое сильное помазание от Бога, которое может возрастать, взращивать делателей Божьих. В нем я вижу отцовское сердце. И сегодня просто не случайно так получилось. Я думаю, что сегодня по России объявлен День Отца. И сегодня по республике Саха-Якутии тоже празднуется День Матери. Это истоки семьи, это начало дано нам от Бога, да? И сегодня я верю, я просто уверена, что через этого служителя Божьего, через Божьего мужа Данияра Сыгынбековича будет высвобождаться просто сверхъестественное помазание отцовства и материнства. Данияр является, как говорится, в христианстве мужем одной жены, отцом шестерых детей у него. И я просто побуждаю вас, я призываю вас, пусть ваши сердца и ваши уши будут открыты, чтобы вас, в вашей жизни что-то начало меняться. Если вы долго не могли в чем-то двинуться в отношениях в семье с мужем, либо с женой, либо у вас с детьми что-то, какие-то есть нерешенные вопросы, пусть на эти вопросы сегодня Господь даст ответ во имя Иисуса Христа. И сегодня пусть все оковы, они разрушатся во имя Иисуса Христа. Особенно это относится, кто должны были быть предопределены быть служителями Царства Божьего. Иногда бывает в жизни человека, когда он понимает, что он призван на служение, и что-то у него не получается, либо какие-то сомнения есть. Пусть это в вашем сердце, в вашем разуме, пусть сегодня это разрушится, и вы каждый получите слово рема, слово к действию
во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь! Также мы сегодня провозглашаем, как церковь, соглашаемся, что ранами Иисуса мы исцелены. Ранами Иисуса исцелены. И нет болящих среди народа Божьего. И это сказал Бог, который держит землю своим словом. И сейчас я попрошу Даниила Сергеевича помолиться за детей и за нашу молодежь. Пожалуйста. Дети! На самом деле уже у нас 7-й ребенок тоже появился. Взяли с детского дома мальчика, 4 годика. Прямо на нас дверь, слава Богу. Знаете, как важно благословлять детей. Аминь. Благословение – это самое важное. Самое важное – благословить, передать веру. Не передать много денег, а благословение передать. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за наших детей. Во имя Иисуса Христа мы сегодня благословляем их. Господь, мы их благословляем, чтобы они были успешными в этой жизни. Господь, чтобы они были головой, а не хвостом, как говорит Твое Слово. Господь, чтобы они были всегда на высоте, Господь. Чтобы, Господь, самое главное, чтобы в их сердцах была любовь к Тебе, Господь, и понимание, что Ты Бог всемогущий, царствуешь над всей землей, над всей вселенной, Господь. Мы благодарим Тебя, и мы сегодня благословляем детей, мы просим Тебя, Господь, я провозглашаю это сегодня на этом месте, что каждый, кто здесь стоит, он будет головой, а не хвостом. Во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя, что они будут управлять, Господь, управляющими, Господь, Твоими на этой земле. Господь, Ты дашь мудрости, Ты дашь благодати. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Благословляю. Я сейчас попрошу здесь выйти Зою и Данила. Данил и Зоя, они являются служителями. Зоя и Данил, они были недавних времен, они были такими же маленькими и стояли перед церковью за благословением. И сегодня я попрошу пастора Даниила, чтобы он благословил их помазанием на еще большие сильные служения прославления, потому что я верю, что через служителей Божьих помазанных передается помазание. Я знаю пастора Даниила как истинного поклонника Духа истины, и пусть это помазание останется в нашей церкви, и оно будет распространяться через наше прославление. Господь, я благодарю Тебя за, Господь, этих ребят, за Твоих детей, Господь. Отец, я молю Тебя, чтобы действительно, Господь, я молю Тебя за Зою, чтобы она была Твоим поклонником в тайной комнате, Господь. И Ты будешь накрывать ее своим присутствием. Отец, я молю Тебя, чтобы Ты давал ей песни, Господь, чтобы она ходила на небо, и она добрала песни и давала здесь, Господь, и передавала здесь на землю во имя Иисуса Христа. Зоя, на небе, в присутствии Божьем, очень много песен, которые Бог приготовил. И Господь приготовил для тебя эти песни. И ты будешь писать песни во имя Иисуса Христа, новые песни. Не те песни, новые песни, не те песни, которые мы переводим, но новые песни, которые будут рождаться в тайной комнате. Во имя Иисуса Христа, Отец, благослови эту молодежь, Господь, моего драгоценного брата Даниила, Господь. Во имя Иисуса Христа, Отец. Пусть он будет поклонником, как Даниил, его имя, Господь, как он, тот Даниил, который молился 3 раза в день, и в нем был высокий дух. Пусть в Данииле будет высокий дух, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы благодарим наш
Царства Божьего, чтобы в Доме Божьем была пища и хлеб и пища. Да? Хлеб духовный и пища духовная. Также мы сегодня рады, что мы могли сделать ремонт на 2-м этаже. Это все наши даяния с вами. И пусть Господь благословит эти начинания. Ведра наши пусть пойдут под замок. Аллилуйя. Мы именем Иисуса Христа я благословляю вас, чтобы вы были доброхотными дающими, потому что в Библии написано: ибо доброхотно дающего любит. Аминь. Доброхотно дающего любит Бог. Любовь — это что подразумевает? Это обеспечение, это забота и это покров Божий. Не только просто глагол любить, оно подразумевается. Бог заботится о нас, Бог покрывает нас, Бог восполняет все наши нужды, и Он нас духовно взращивает и заботится о всех наших сферах нашей жизни. Будьте благословенны и верны в своем призвании быть даятелями. И особо я хочу сегодня благодарить наших даятелей. Есть такое служение даятеля, когда человек не является в церкви, не служит как диакон, как администратор или как пастор, но они являются даятелями. Это люди, которые имеют свой бизнес, предприниматели. Они есть у нас в нашей церкви, и я их благословляю, чтобы у них была мудрость от Бога, и чтобы они были более успешными, чем люди и предприниматели, бизнесмены этого мира. Потому что Бог есть, Он обеспечитель, Он есть устроитель всей нашей жизни. Будьте благословенны. Сейчас пришло время передать микрофон пастору Даниэлу. Слава Богу. Света так много сказала про меня доброго, хорошего. Спасибо большое. И я смотрю на некоторых людей, которых я уже давно знаю, и такая Божья любовь изливается в мое сердце. Прям любовь Божья. И слава Богу за все. Мы сейчас, когда за детей молились, и это слово просто пришло, что они будут управляющими. 10 лет тому назад, когда Бог мне дал на сердце собирать молодых ребят, которым было там, по 20, по 22 года, и проводить время с ними. И у нас там был, сейчас он живет в Австралии, брат наш во Христе, очень такой состоятельный человек, у него сеть кинотеатров «Иллюзион», вот если кто был в Владивостоке, кинотеатр «Океан», Уссурия, это все его собственное, да, ему принадлежит. И я просил его, чтобы он топил баню и приглашал этих молодых ребят. Они пришли в церковь, у одного там все было разрушено в жизни, там у него был грузовик, этот грузовик украли, вот, другой там еще что-то, ну все вот, знаете, проблемы. И однажды мы парились в бане, и я одного брата спросил, а он приезжал, он еще был неверующий, представляете, он приезжал ради одной сестры, у нас одна сестра, такая, у нас много сестер на самом деле, ну такая очень симпатичная, там половина чеченка, половина русская, ну такая красавица. И вот он, короче, 2 года ходил в церковь ради нее. Такой не видно ни величия парень. Вот, это не записывайте, пожалуйста. И в общем, он ходил, и, представляете, и добился своего, но через это он уверовал. И такой брат хороший. И вот они сидят, ни вида, ни величия. Я спрашиваю его, Саш, ты кем будешь? Он такой говорит, я хочу быть мэром города. Я такой, знаете, как Сара. Ну, типа, посмотри на себя, мэром города, ну, думай о себе скромно. Знаете, но я понял одну такую вещь. Богу нравятся люди с большой мечтой. Знаете, Бог смотрит на землю, и все так, знаете, так как-то все посредственно, все, он смотрит на людей. Написано, Бог обозревает всю землю и ищет
тех, чье сердце вполне предано ему, или написано полностью предано ему, да? И вдруг он смотрит, он уже зевает, ему так скучно, все заняты своим делом, он смотрит на землю. И вдруг кто-то говорит: я хочу быть мэром. То есть он дает такую планку. И знаете, Бог сразу: вау, надо же, я хочу помочь ему. Знаете, наш Бог великий Бог. У нас такие маленькие планы, но у Бога большие планы. Мы дети всемогущего Бога. Аминь. Друзья мои, прошло 12 лет, и вот этот парень, у него сегодня в центре города офис 300 квадрат, у него около 80 сотрудников, офис в Москве, на Сахалине, на Камчатке. Недавно в салоне взял машину, Lexus 570, двое детей. Они не могли родить 5 или 6 лет, не могли родить ребенка. Бог благословит 2 детьми. Бог благой. Аминь. И буквально я хочу просто вдохновить вас, вашу веру. Это не моя проповедь, это не сегодняшняя проповедь, но я хочу просто вас вдохновить. И 2 года тому назад, до пандемии, я был в Москве, он по интернету узнал, сейчас все узнает, где кто, да, ходит, живет, кушает, да, сейчас по интернету все. Вот, и он узнал и говорит: пастор, давайте мы с вами поужинаем. Пригласил в хороший ресторан, мы сели с ним, покушали. Я говорю: Саша, ты помнишь 12 лет тому назад, кем ты хотел стать? Он говорит: да, я помню, мэром. Я ему говорю: бери больше, губернатором будешь. Губернатором тебя поставил. Бог тебя губернатором поставил. Аминь. Друзья мои, мы должны благословлять своих детей и давать им такую планку. Мы должны им говорить: с тебя все получится. Ты вообще классный. Бог тебя благословит. Аминь, аминь. Ты будешь успешным. Так важно. Это и есть слово благословения. Аминь. Когда мы это говорим с верой, это придет. Это настигнет. Написано: благословение настигнет. Ты сказал слово, потому что Бог словом все сотворил. И власть слова Он вложил в наши уста. Поэтому нам нужно быть осторожными, чтобы говорить что-то плохо друг о друге. Нам нужно благословлять друг друга. Аминь. Нам нужно благословлять друг друга, потому что в этом есть сила Божья. Слава Богу. И сегодня я хотел бы поделиться на очень важную тему. Проповедь моя будет называться «Один в поле не воин». Один в поле не воин. Знаете, какими мы не были великими, мы все нуждаемся друг в друге. Аминь. И если мы откроем 1 Царство, 23 главу, 16 стих, я хотел бы прочитать. 1 Царство, 23 глава, 16 стих. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога». Давид оказался в сложной ситуации, и он убегал от Саула, который хотел убить его. И вот он в лесу. И, казалось бы, это тот Давид, который победил Голиафа, о котором пели песни, водили хороводы и говорили: да, Саул победил 1000, а Давид десятки. И вот этот Давид, великий человек, который победил Голиафа, он прячется от Саула, спасая свою жизнь. И возникает вопрос: неужели у него не было отношений с Богом? Неужели он не надеялся на Бога? Но, знаете, мы все нуждаемся в друзьях, мы нуждаемся в тех людях, которые могли бы нас ободрять в вере. Аминь. Конечно, смотрите, я когда прочитал вот этот стих, что Давид оказался в лесу, да, то есть Иоаннафан пришел к Давиду в лес. Я вспомнил, если вы читали божественную комедию Данте, то там есть такой момент, где он говорит: земную жизнь прожить наполовину, я оказался в сумрачном лесу. Ну, это, как сегодня говорят, кризис среднего возраста, да? В нашей жизни могут быть какие-то кризисы. В нашей жизни не только есть горы, мы на вершине горы, но в нашей жизни бывают и долины, которые мы должны пройти. Аминь. И очень важно, когда ты
на вершине у тебя много друзей. Когда у тебя какое-то положение, у тебя много друзей, все хотят с тобой познакомиться, все хотят с тобой поздороваться, все хотят тебя пригласить домой. Но когда ты оказываешься в долине, внизу, и тут-то ты понимаешь, что, оказывается, настоящих-то друзей почти нет. Есть там 2-3 человека, которые будут рядом с тобой при любой погоде. Аминь. И вот в этот момент мы нуждаемся в друзьях. Мы нуждаемся, чтобы кто-то нам сказал: да, мы знаем, что Бог нас любит, мы знаем, что Бог нас принимает, но очень важно, чтобы кто-то, живой человек, сказал: слушай, я рядом с тобой, я буду молиться за тебя. Смотрите, здесь написано, что Иоаннафан, он его укрепил надеждой на Господа. То есть он не стал поддерживать его какое-то разочарование, страх какой-то. Он его укрепил надеждой на Господа. То есть он взгляд Давида направил к Господу. Аминь. Друзья мои, какими бы мы не были бы сильными, мы нуждаемся в церкви. Мы нуждаемся друг в друге. И знаете, сегодня очень модное такое слово есть, когда спрашиваешь: брат, а что ты не ходишь в церковь? Я туда хочу говорить. Он говорит: ты знаешь, у меня есть личные отношения с Богом. А я тебе хочу сказать, если твои личные отношения с Богом тебя не приводят в общение, или ты не тянешься в общение с другими братьями и сестрами, у меня большой вопрос: с кем ты общаешься? Потому что в Библии написано, смотрите, 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. Если же ходим во свете, то есть если мы ходим во свете, имеем общение с Богом, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Аминь. То есть, если я говорю, что у меня есть отношения с Богом, то меня тянет общение с другими братьями и сестрами. Но я заметил, когда грех приходит, ты начинаешь отдаляться. Ты не хочешь идти во свет, ты не хочешь идти в общение, ты не хочешь, чтобы твои грехи были омыты кровью Иисуса Христа. Аминь. Когда ты во свете, когда ты общаешься с Богом, тебе хочется общаться с другими подобными, которые также общаются с Господом. Аминь. Знаете, в православной церкви говорят вот, священники, что кому церковь не мать, тому Бог не отец. Церковь – это тело Иисуса Христа, это невеста Иисуса Христа. Знаете, недавно один брат, такой интересный брат, он сам армянин, и жил в Екатеринбурге, был крупный бизнес, у него был дом с колоннами был, он ездил на Ягуаре, и все, у него банкрот. И он говорит: да нет, ты не представляешь, я на Ягуаре таксовал. На Ягуаре, представляете, таксовал. Потому что он Ягуар не мог продать. А нужно было что-то кушать. Аминь. Но я знаю, если Бог, если человек умеет зарабатывать $1 миллион, если даже он где-то кризис у него будет, через какое-то время он все равно будет опять снова продолжать зарабатывать. Аминь. И вот он приехал в Владивосток, 2 года таксовал. Жил у брата в трейлере. И у брата в аренду брал машину нашу и таксовал. И потом он познакомился с другим братом с нашей церкви. И Бог его вывел на новый уровень. То есть он начал получать такие, как сказать, как тендеры. И недавно он заключил тендер там, на 70 миллионов. Арендовал себе 4-этажный дом, купил себе Мерседес. Но он говорит: знаешь, Даниил, я когда 2 года таксовал, я 4000 Евангелий раздал. 4000. И он говорит: я тогда был более счастливее, чем сейчас. Потому что я видел столько чудес, когда я раздавал Евангелие, я молился за больных, я пророчествовал. Сотни человек плакали у меня в машине, каялись, обращались к Господу. И знаете, он говорит: и в какой-то момент я возгордился, когда у меня все было хорошо, я подумал: да мне церковь не нужна. Я приходил в церковь, смотрел на людей, мне казалось, какие-то неудачники собрались здесь.
что я сегодня вообще тут делаю? И, говорит, перестал ходить в церковь. И однажды мне, говорит, сон приснился. Ему Бог через сны очень много говорит. Сон приснился. Он говорит, я нахожусь в церкви. И церковь, она так медленно-медленно движется вперед. Медленно-медленно. Но, говорит, там хор, песни поет. И так тепло в церкви, так безопасно. И вдруг я думаю, что-то так все медленно, что-то ничего не делаю. Я в таком, говорит, огорчении. Выхожу, хлопнул дверь, и я, говорит, сразу же оказался во тьме. Сразу же оказался в руках дьявола. И он говорит, я вижу со стороны на церковь, и я смотрю, церковь, она хоть и медленно движется, но знаете, как драга, все переламывает на своем пути. Все крушит, переламывает на своем пути. И я чувствую, что там, знаете, как весело горит свет, да, в доме, весело горит свет в доме праведника. Я понимаю, что мне нужно туда попасть. Это моя безопасность. Я говорю, как только я вернулся туда, я почувствовал безопасность. Знаете, драгоценные, в Библии написано, врата ада, там не написано, врата ада не одолеет христианина. Вы согласны? В Библии написано, что врата ада не одолеет церковь. И знаете, когда альпинисты хотят покорить вершину большую, да, высокую вершину, никто не рискует идти один покорять вершину. Недавно разбился один великий американский альпинист, известный. Он был одиночка, недавно разбился. Вы знаете, когда альпинисты хотят подняться на гору, они привязываются друг к другу веревками. И когда один падает, остальные его могут удержать. Аминь. Знаете, не так, что если что-то с кем-то произошло, и мы такие, брат, извини, что ли? Ну, извини, до свидания. Нет, он может удержаться, и мы можем вытянуть его назад, спасти ему жизнь. Аминь. И об этом написано в Библии. Смотрите, здесь написано, что двоим лучше, нежели чем одному, да, написано. Так, Екклесиаста 4 глава, 9 стих. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. 9 стих. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который бы поднял бы его. Аминь. Написано, что двоим лучше, нежели одному. Двоим лучше, нежели одному. Я хочу одну иллюстрацию привести. Можно включить? Знаете, лев сильный, даже сильный, как бы царь зверей. Но даже он один, если он один, он обречен. Если гиены на него нападут, он обречен. Посмотрите, пожалуйста, на это. Вот лев, да? А не надо музыку. Алиса. Вот они гиены, да, окружили. И начинают кусать его. И они были с ним справились. Лев уже старенький. Он сильный, но он один. Вот, обрадовались, видите? Вот, брат. Иоаннафан бежит к Давиду. Видите? Какой бы ты сильный не был, если ты один, дьявол с тобой разберется. Но поэтому Иисус говорит, где двое, смотрите, Иисус говорит, где двое или трое будут собраны во имя Мое, я посреди них. Смотрите,
где двое или трое собраны будут во имя Мое, я посреди них. То есть Бог сделал нас взаимозависимыми. Аминь. И полноты мы друг без друга не достигнем. Я когда учился в академии в Санкт-Петербурге, то у нас некоторые предметы преподавали православные священники. И там был один батюшка, такой хороший преподаватель, он преподавал христологию. И один из пасторов наших задает вопрос: батюшка, а вы женаты? Он говорит: ну, братья, он нас назвал братьями, слава Богу. Он говорит: ну да, говорит, это же хорошая школа смирения, лучшая школа смирения. Аминь. Там на улице ты такой весь такой крутой, такой, ну, домой пришел. Вот там настоящая духовность и проявляется. Никогда здесь ты глаза закатил, аллилуйя. А когда домой пришел, и там, вот там, или там, когда ты в автобусе едешь, вот там духовность проверяется. Не здесь в церкви. Здесь-то мы можем так святой вид создать. Аллилуйя. Брат, как дела? Аллилуйя. А потом тебе в автобусе на ноги наступили, ты уже там, да? Я как-то зашел в магазин, знаете, и что-то не в духе был, захожу в магазин. И один мужик такой заходит, здоровый, впереди меня становится без очереди и начинает: дайте мне там этот. А я раньше карате занимался. Я говорю: эй, ты что, говорю, лезешь без очереди? Знаете, я уже хотел, ну, я очень так, знаете, быстро, вот, как, знаете, вот как быстро вспыливал, знаете, вот такое. Меня прям сразу, я сразу бил, сразу. И просто уже такой, знаете, уже покраснел. И слышу в зале: пастор, здравствуйте. Я сразу такой духовный стал, знаете. Говорю: о, извините, проходите, вы, наверное, спрашиваете. Мы же вот мастера сразу, знаете. Я тут же вспомнил, что я пастор. Вот. И, но наша духовность, то есть, да, нам сложно бывает вместе, но мы растем, друзья мои, когда мы тремся друг об друга. Аминь. Я свою жену сейчас больше люблю, чем в начале. Потому что мы прошли, да, мы там притирки были и так далее, да, и для меня она сейчас дороже, чем в начале. Любовь, она не создает брак. В браке создается любовь, вы должны запомнить это. Написано: Исаак вел жену свою, Ревекку, в шатер матери своей Сары, она сделалась ему женою, и он ее полюбил. Порядок. Это не то, что вот сейчас: ой, я влюбилась, ой, я влюбился. А потом на следующий день: ой, я разбился, разбитая любовь, все. Там прошла любовь, замяли помидоры. Это не любовь, это влюбленность, это эмоции. А любовь, друзья мои, вы должны запомнить, это решение. Это решение. И знаете, любовь это повеление, любовь это не предложение. Чем отличается повеление от предложения? Если тебя друг пригласил на день рождения, да, ты можешь не пойти, у тебя есть выбор. И тебе за это ничего не будет. Но если тебе пришла повестка, если ты не придешь, у тебя будут проблемы. Аминь. Поэтому любовь это решение. И ты принимаешь решение. И знаете, когда я понял такую вещь, когда я говорю: я люблю тебя, брат, что мы в это слово вкладываем? Мы же так любим, говорит: я люблю тебя, сестра, я люблю тебя, брат. Смотрите, когда ты говоришь: я люблю тебя, брат, ты открываешь 1 Коринфянам 13 главу и начинаешь читать с 1 стиха. Когда я говорю: Слава, я тебя люблю, брат, да, я действительно его люблю, он верный человек, он сколько церкви, да, я говорю: Слава, любовь не завидует. Аминь? Первый. Я не буду тебя завидовать. Когда я говорю: я люблю тебя, брат, там написано: любовь не превозносит. Я не буду превозноситься. Когда я говорю: я люблю тебя, брат, я говорю: любовь не мыслит зла. Я не буду плохо думать о тебе. Когда я говорю: я люблю тебя, брат, я говорю: я не буду про тебя сплетничать.
Знаете, у нас бывает часто, там что-то произошло, а в другом конце уже огорода столько на это навешено. Но ты позвонил человеку, ты узнал. Нет, а мы же любим, да, по секрету всему свету. Когда я говорю, я люблю тебя, брат, я говорю, я буду молиться за тебя. Епископ у меня есть друг Михаил. Одна сестра, но она постоянно в осуждение входит, да, в таком. И она подходит и говорит: епископ Михаил, я буду молиться за вас. Он говорит: я же испугался. Я говорю: сестра, не надо молиться за меня. Она говорит: почему? А потому что вы не любите меня. Чтобы за кого-то молиться, сначала полюби его. Если ты не любишь другого человека, ты молишься, ты колдуешь. Знаете, многие женщины колдуют за мужей. Я хочу, Господи, чтобы муж был вот таким, вот таким, вот таким, вот таким, вот таким. А муж говорит: я хочу, чтобы она была вот такая, вот такая, вот такая. Бог говорит: сначала полюби. И когда ты научишься принимать человека, ты молись о себе. Ты говоришь: Господь, я не могу полюбить, помоги мне полюбить человека. Аминь. И Бог тебе поможет. Скажи соседу: Бог тебе поможет тоже. Аминь. Поэтому, драгоценные, слава Богу, что мы в церкви, слава Богу, что мы можем принимать слово жизни с неба, чтобы учиться жить на этой земле, процветать и быть благословением. Аминь. Знаете, люди сегодня какие-то там сумасшедшие деньги платят, какой-то гуру приехал, какой-то бизнес-тренер приехал. А в церкви это же самое лучшее место учения. Аминь. Потому что мы изучаем Слово Божье, мы изучаем самого великого учителя на этой земле, который был, есть и будет. Аминь. Представляете, какая у нас привилегия? Куда мы попали? И тактика дьявола, он хочет отрезать, да, человека от церкви. И когда он один остается, он его побеждает. Знаете, врата, что такое? Врата ада не одолеют. Врата, это раньше были города, и вокруг города всегда были стены. И там, где были ворота, там было место для принятия решений. Где, например, собирались руководители этого города, воеводы, да, царь, и они думали, как они им отказать врага. Они там принимались решения. Врата ада – это совещание дьявола. И там написано: врата ада не одолеют церковь. Какая бы она в твоих глазах ни была слабая, в глазах Божьих, в глазах дьявола написано: это церковь как полки со знаменами. Аминь. Но если дьяволу тебе удастся обмануть, то он тебя сожрет. Какой бы ты великий там ни был. И поэтому, смотрите, Матфея 18 глава, 18 по 20 стих прочитаю. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно же говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного. Смотрите, здорово, да? Обратите внимание, здесь что написано? Здесь обращение идет не в единственном числе, во множественном. Если вы свяжете. И дальше смотрите, что написано. Если двое из вас согласятся, вот тут-то и начинается проблема. Поэтому я понял, что одна из причин, почему Царствие Божие еще так сильно не двигается в этом мире, потому что христиане не могут согласиться друг с другом. Потому что христиане, они вместо того, чтобы молиться друг за друга, они едят друг друга. Апостол Павел говорит: если вы, смотрите, если вы друг друга угрызаете, съедаете, помните? Смотрите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Как они съедают друг друга? Это же не так, что собрались там на ячейку и говорят: кто у нас самый, о, Слава, у тебя что, живот вырос, ты самый такой хороший, себя начнем кушать тебя, да? Брат один говорит: я говорит, на 2 года, говорит, это потяжелел, говорит, в этом году. Ну, типа,
постарел, это, ну. И смотрите, урезаем и съедаем словами, мы осуждаем. Знаете, мы обсуждаем. Некоторые молитвенные собрания превращаются не в молитвенные собрания, а в собрание сплетников. Ой, сестра, ты знаешь, я хочу тебе рассказать. Мы должны молиться, только никому не говори. Вот это не надо говорить, потому что если ты сказал никому не говори, все будут знать. Аминь. Если ты хочешь, чтобы никто не узнал, ты должен вот такое слово сказать. Я тебе говорю, никому не говори. Поэтому, драгоценные, я думаю, что здесь именно написано, если согласятся, то Царствие Божье придет на землю. Мы увидим много чудес, аминь. И церковь, она должна стать примером этих взаимоотношений друг с другом. Вы знаете, одна семья, пастор, вот они служили в Находке, и они как бы, у них такая семья, они так нежно друг к другу относятся, он такой, ну такой, все время за руки ходят. А я вырос в Средней Азии, там за руки с женой ходить было стыдно. Ну как-то, ну не принято было. Я помню, старшие братья сидят на корточках, там любят на корточках сидеть. Они говорят, слушай, я вчера, говорит, Магомеда видел. Представляешь, он с женой, говорит, за ручки идет. И все такие, ха-ха-ха. И вот это меня обложило, что ну за руки. Мне для меня было так сложно жену за руки взять. Мне было так сложно сказать, я тебя люблю. Когда я первый раз говорил жене, я тебя люблю, это звучало, знаете, так, может, ей слышалось так, я тебя убью. А потом ничего, начал говорить, и нормально уже. И вот они так, знаете, вот за руки ходят, друг другу в глаза смотрят. Я думал, что они притворяются. Красиво садят там. Спасибо, хорошая сестра. И, знаете, и у них была традиция в семье. Вот я с них брал пример, хотя они меньше, чем в семье. И вот он говорит, мы решили с женой, что каждую неделю я буду ее водить в ресторан. Ну, у нас будет романтический вечер. И, говорит, мы приходили, он ее садил, там свечи, кушали, общались, улыбались друг другу. И директор этого ресторана на это обратил внимание. То есть они светились. И тогда он смотрел, наблюдал, и говорит, однажды подходит и говорит, я, говорит, владелец этого ресторана, хочу спросить вас, вы кто такие? Говорит, мы муж и жена. Он говорит, не может быть. Он говорит, а вот мы муж и жена? Нет, такого не может быть. И у него, оказывается, проблемы были, ну, с женой, они хотели рожать. И они начали свидетельствовать ему, он сказал, мы просто, я пастор, это моя жена. Ну, Бог нам вот дал слово, чтобы мы так строили отношения. Через это вот этот владелец ресторана пришел к Иисусу. И сейчас, когда приезжаешь, он у себя в ресторане всегда гостей принимает. Знаете, а если церковь, это должно быть как кусочек неба здесь на земле. Семья должна быть как кусочек неба на земле. То есть, знаете, я поздно это понял, я поздно понял, что как я могу своим детям показать, что Бог любит. А Бог мне однажды сказал, вот ты, если будешь проявлять любовь к своей жене, ты на примере покажешь любовь Божью. Если ты, жена, будешь почитать мужа, ты на примере покажешь почтение Божье. Не надо сейчас домой приходить и говорить, вот, давай, сейчас ты меня люби. Сразу мастера. Нет, ты просто начни с себя. Аминь. Я понял, что я так неправильно делал. То есть, знаете, я рано стал пастором, 25 лет, и мозгов не хватало, помазаний не хватало, денег не хватало, ничего не хватало, людей много было. И я утром уходил, меня там откусили, здесь проблема, здесь. Я приходил домой, огрызок весь выжатый. И семье давал вот этот огрызок. Знаете, все то, что уже осталось. Нет, самое лучшее я должен принести домой. Я не должен прийти домой и сказать, я устал, я слушал. Нет, самое главное служение начинается в доме. Аминь. Это я поздно понял, к сожалению. Но слава Богу, что поздно, но дошло. Аминь. Итак,
знаете, чтобы... У вас есть еще, да? Время есть еще? Способны, да, принимать? Знаете, для того, чтобы нам жить в согласии, нам нужно смирение. Аминь. Мы должны один другого почитать выше себя. Вы знаете, был такой Нейман. Чтобы исцелиться, нам нужно смирение. Аминь. Смотрите, Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего, уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирияне. И человек, сей был отличный воин, но прокаженный. Он был отличный воин, великий человек. У него были красивые доспехи, но там была проказа. И никто об этом, может быть, не знал. Кроме вот этой маленькой девочки, она сказала, что есть в Израиле пророк, который может исцелить. И вот смотрите, иногда, чтобы исцелиться, освободиться, нам нужно другой человек, нам нужно признаваться друг перед другом. Аминь. И он пришел к пророку, там, знаете, с подарками, там, несколько лошадей. И пророк Елисей даже не вышел к нему. А он привык, чтобы все выбегали, о, великий Нейман приехал. А я думаю, что, знаете, Нейман хотел пойти встретить его, да, почти. Но Дух Святой ему сказал, сиди. Знаете почему? А Бог ему сказал, пока он не смирится, он не исцелится. И некоторые мы не можем исцелиться, освободиться. Или какие-то проблемы в жизни, потому что мы не можем смириться. И Бог сказал, не выходи. Я себе представил картину, да, я вот сижу здесь, да, например, ты сидишь здесь, и кортеж такой едет, Шойгу к тебе едет. А какой Шойгу, даже если мэр Якутска, да, приехал, ты бы выбежал бы, ой, здравствуйте, ой, да, не знал бы, что делать. А пророк не вышел. Послал этого слугу Гиезию, да, и говорит, пусть окунется в Иордане 3 раза и исцелится. И тот такой сначала, да какой там Иордан, в этой луже я буду там окунаться. Если кто был в Израиле, вы знаете, Иордан это грязная маленькая река. И знаете, и он так говорит, разве там наши реки не больше, Лена, Енисей, вот это вот реки, а это что такое Иордан, это вообще лужа. И он начал так вот возмущаться. И знаете, друзья мои, слава Богу, что рядом были друзья, правильные слуги. Они не стали лить воду на его гордыню. Они сказали, о, великий Нейман, пойдем мы этому пророку в голову снесем. Как он разговаривает с таким великим человеком? Нет, они сказали, господин, раз на что-то большое просит, ну пойди окунись, тебе же нужно исцелиться. Тебе же нужно от проказы освободиться. Друзья мои, и знаете, одну очень важную вещь Бог мне показал. Прежде чем войти в воду, Нейман должен был снять свои доспехи. И все, когда увидели Неймана, они сказали. И этот великий человек, он выглядел не совсем великим. Аминь. И потом он вошел в воду. И когда сила Божья пришла, и исцелила этого человека. Знаете, написано Якова, 5 глава, 14 по 16 стих. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его Илием во имя Господне. Молитва веры исцелит болящего. И восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь, смотрите, друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва правильно. Драгоценные, есть вещи, я понял, от которых ты не избавишься, если ты не исповедуешься. Если ты это не вытащишь во свет. И для этого нужно смирение. Аминь. Знаете, Нейману это чего-то стоило. Великий человек, он должен был показать. Все должны были увидеть его проказу. Иначе он не исцелится.
Я пример приведу. Я когда еще в Нерюнгри служил, одна благословенная сестра, ну реально благословенная, хорошая сестра, и у нее долгие годы проблемы были с мужем. Муж бил ее, гонял и так далее. И однажды она поломала ногу. Я в это время в отъезде был. И за нее молится, а нога не восстанавливается, то есть кости не срастаются. Нога опухла, 2 месяца прошло, 3 месяца, ничего не происходит. И мне говорит, пастор, нужно поехать за нее помолиться. Я утром встал, молюсь, и мне Бог дает вот этот стих. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Я получил ответ. Я прихожу к ней. И знаете, вот она лежит, очень классная сестра. Я встал на колени, чтобы не сверху. Я встал на колени. Я смирил свою голову. И я сказал, сестра, вы можете не исповедоваться. Вот, знаете, мне пришло на сердце, что вот этот стих я ей прочитал. Как только я это сказал, она начала рыдать. Я сказал, я пастор, никто об этом не узнает, но вам нужно исповедоваться. Если ты кому-то исповедуешься, знаете, это должен быть человек, который вывезет это исповедание. А не так, что по секрету всему свету. И она начала плакать, и она исповедовалась в грехе прелюбодеяния, что она уже полгода встречается с мужчиной, и вот они живут такой жизнью. Я ее не осудил. Вы знаете, один брат исповедовался в одной церкви, его отлучили до пришествия Господа. Можно водички налить? Знаете, мы должны понимать, что мы помогаем друг другу стать лучше. Мы не брезгуем друг другом, друзья мои, аминь. Потому что в церкви собрались несовершенные люди. Один брат говорит, слушай, что-то мне здесь в церкви не нравится. Прославление не нравится, а другой брат ему говорит, ну не тебя же славят, поэтому тебе не нравится. И он говорит, пойду я найду совершенную церковь. А другой ему брат говорит, не ходи, а то все испортишь. Нету совершенной церкви, потому что церковь состоит из несовершенных людей. Аминь. И ты тоже несовершенный. Есть только один совершенный человек и Бог, это Иисус Христос. Слава Богу, скажи. Есть надежда, да, для всех нас. Аминь. И знаете, мы должны помогать друг другу становиться лучше. И вот этой сестры, когда она сказала, я помазал ее, помолился, прямо с этого момента у нее пошло исцеление. Прямо через 3 часа у нее ушла опухоль. И уже через месяц она бегала. Так написано. Один брат, мы же взрослые люди, да, у него проблема была, он плохие фильмы смотрел, но очень плохие фильмы смотрел. Понимаете, да? И он исповедовался, он даже был служитель. И не мог с этим справиться. Он говорит, 2 года, а потом раз попадаю в гостиницу, я опять смотрю эти фильмы. И он говорит, 10 лет я, 10 лет боролся с этим грехом. О, как это 10 лет? Да бывает так, что некоторые люди годами, и 40 лет в Израиле ходил по пустыне, не мог войти в землю обетованную. Я получил такое откровение. Пока ты живой, значит над тобой милость Божья. Есть шанс измениться. Какой бы человек был там не последний грешник, если он жив, значит Бог дает ему шанс измениться. Аминь. И он, знаете, что сделал? Он понял, что если он не будет подотчетен, он не справится. И он взял 2 пасторов и одного брата. И один брат, айтишник, установил программу, что куда он ни заходит, с компьютера, с телефона, но у них это все отражается на экране. И он говорит, я приезжаю в какой-то город, и брат говорит, есть тут какой-нибудь компьютерный клуб? Брат говорит, зачем тебе компьютерный клуб? Возьми мой компьютер. Нет, мне нужен компьютерный клуб. А потом, говорит, мне надоело так делать. И через 3 года я вошел в свободу. Я вошел в свободу. Но я не смог бы это преодолеть, если бы я не сделал бы это открытым.
Поэтому, друзья мои, если мы будем в одиночку, дьявол нас сожрет. Он не с такими справлялся. Он не с такими справлялся. Но когда мы вместе, мы сильны. Аминь. И когда мы вместе, и мы в согласии, тогда просто дьявол трепещет. Он просто даже и рядом не будет ходить. Знаете, у нас у всех, мы должны быть подотчетными. У нас должны быть наставники. Аминь. 4 Царь, 12 глава, 2 стих. О подотчетности. Нам нужно... И делал Иоас угодный в очах Господних. Во все дни свои доколе наставлял его священник Иодар. Аминь. Вот почему нам нужна церковь. Мы получаем наставление друг от друга. И давайте мы откроем Судьи, 18 глава, 27-28 стих. Сыны Дановы взяли то, что сделал Миха из священника, который был у него, и пошли в Лаис против народа спокойного, смотрите, и беспечного, и побили его мечом, и город сожгли огнем. Некому было помочь, потому что он был отделен от Сидона и ни с кем не имел дела. Находился в долине, что близ Бев-Рехова. Смотрите, он был беспечный народ. О, клево, у меня все круто в жизни. Что не хочется говорить? Да, у меня все поперло, знаешь, у меня так все, бизнес, все хорошо. И здесь написано, и пришли проблемы в жизни этого человека. И написано, никто не пришел на помощь. Никто. Потому что он ни с кем не имел дела. Знаете, есть всякие люди, они, знаете, как подводные лодки, они появляются по праздникам. А потом они бум, на глубину уходят. Потом бум, всплывают, потом бум. Когда проповедник приехал, они опять бум, поднялись. Нет, все равно, слава Богу, и так, слава Богу, аминь. И так это здорово, хоть так. Но если ты хочешь пойти дальше, нужно, эту ступень преодолеть. Аминь. Меня раньше раздражали, когда люди опаздывали в церковь. Я прям, когда был молодой, раздражался. И один раз мы даже ашеров поставили, 2 братьев 2-метровых. И сказали, 10 в 11 часов никого не пускай, пускай домой идут. И один раз 2 брата, там, ашер брат и другой брат, тоже по 2 метра, они подрались. И я понял, что эта тема не работает. И, знаете, мне Господь сказал, вот даже если человек в конце собрания пришел, слава Богу. Хоть приполз, слава Богу. Я уже перестал на это обращать внимание. Слава Богу, хоть как приполз, хоть там как-то пришел. Но ты пришел. Аллилуйя. Аминь. Может, в конце тебе что-то коснется. И в один момент Бог может тебя изменить. Аминь. Поэтому я стал милостив людям. Я подумал, насколько Бог нам милостив, да, мы такие строгие судьи сразу становимся. Итак, смотрите, он был отдален, ни с кем не имел дела, пришла проблема, и никто не пришел на помощь. Обычно люди говорят, вот я там у меня со мной никому нет дела, у нас в церкви нет любви. Бог не сказал. Артур Симонян, знаете, да, пастор, мы с ним общались как-то, он приезжал в Владивосток, и он говорит, один брат ко мне подходит и говорит, пастор Артур, я чувствую, ты меня не любишь. А он говорит, он же с юмором такой, у него армянский такой хороший юмор, он говорит, а где написано, чтобы я тебя любил? Я говорит, читал в Библии, что я должен любить свою жену, но чтобы я тебя любил, там не написано. Он говорит, как? Написано, возлюбите ближнего. Он говорит, давай неси Библию. Тот приносит Библию. Он говорит, читай. Возлюбите ближнего, как самого себя. Кому это сейчас ты читаешь? Там же не написано, иди скажи пастору, чтобы он тебя возлюбил. Что написано? Возлюби ближнего, как самого себя. Кому это написано? И до него дошло. Мне написано. Это не написано, что ты ходил кому-то и говорил, у тебя нет любви, брат. Аминь. То, что ты ожидаешь, начни сеять сам. Любовь ожидаешь, начни сеять. Благословение финансовое ожидаешь, начни сеять. Если ты не сеешь, ты не пожнешь. Друзья мои, вы должны понять наконец-то. Ты не пожнешь, если ты не сеешь. Если ты любовь не сеешь, ты не пожнешь любовь. Если ты финансы не сеешь, ты не пожнешь финансы. Аминь.
То, что ты хочешь пожинать, начни это сеять. А ты сеешь ропот, недовольство и пожинаешь это в своей жизни. Все такие плохие, все тебя не любят. Да потому что ты сам никого не любишь. Ничего не слишком строго я вас сегодня. Нормально, да? Слава Богу. Скоро я буду заканчивать. Смотрите, Деяния апостолов, 15 глава, 34 по 45 стих. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. По некоторому времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагает не брать отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился быть поручен братьями, благодати Божьей проходил Сирии и Киликии, утверждая церковь. Кто такой был Варнава? Вор. Варнава. Кем он был, Варнава? Смотрите, Деяния апостолов, 11 глава, я прочитаю с 22 стиха. Дошел слух, эти события, которые сейчас я читаю, они до вот этих событий, о которых я прочитал выше. Деяния, 11 глава, 22 стиха. Дошел слух о всем церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался, убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого веры, и предложилось довольно много народа Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Варнава был наставником Павла. Когда Павлом никто не хотел общаться, Варнава нашел его и наставлял его. Теперь смотрите, что происходит. Павел, окрылился, он уже сильный, и теперь он говорит: Марка не будем брать. Он категорично был, Павел, да? Потому что он отстал от нас и так далее. И смотрите, что Варнава делает. Я когда это увидел, для меня это такое потрясающее откровение. Он говорит: Павел, раз ты сильный, ты иди, силой. Конечно, силой всех это иди. И Варнава говорит: а я останусь Марком. Мы должны быть такими людьми, которые помогают другим подняться. И радоваться, если они дальше тебя пойдут. Аминь. Но вначале кто-то должен быть, который тебя ведет. Слава Богу, у меня был брат, друг, и он меня вел какое-то время. Я первый раз, когда в церковь попал, в баптистскую церковь попал, я попал на членское собрание. Страшнее членского собрания в баптистской церкви ничего не существует. Если ты через баптистскую церковь, через братскую совет прошел, ты можешь стать депутатом. Потому что у тебя такие зубы, ты всех можешь перекусать. Я просто не в обиду братьям говорю. Там, братское членское собрание, это представляет, кого-то там, отучают, замечания, что-то разбираются. Я прихожу первый раз в церковь, и какие-то сестры на пастора что-то орут, прям реально. Ой, а пастор такой стоит, весь такой. Я говорю: не, я в такую церковь никогда не пойду. Но я же с мусульманской семьи, у нас такого вообще не принято, что женщина орала на руководителя, на мужчину, и он стоит вот такой, понимаете? И тогда вот у меня был Варнава, он говорил: да нет, не смотри на это. Давай мы с тобой встретимся. Знаешь, эта церковь несовершенна, и он мне помогал не разочаровываться, помогал расти. У нас должны быть такие люди. Аминь. Ты должен стать таким человеком. Но вы знаете, история взаимоотношений Павла и Марка не заканчивается. Не заканчивается. Знаете, иногда мы можем разойтись, огорчиться, что-то. Но не надо сжигать мосты. Потому что вдруг через какое-то время ты окажешься на этом месте, и этот человек нужен будет тебе. Не надо хлопать громко дверью. Аминь. Не надо из себя героя строить. И смотрите, здесь 2 Тимофея, 4 глава, 9 стих. Вот Павел в тюрьме сидит, все, он один, но Дима составил его. Дима был сотрудник, он написал: Дима составил меня, возлюбив нынешний век. Смотрите. И он говорит, 4 глава, 9 стих. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Дима составил меня.
Димас был сотрудник апостола Павла. Смотрите, он говорит, возлюбив нынешний век. И пошел к Фессалонику, Крискер в Галатию, Тит в Далматию. И смотрите, один Лука со мной. И смотрите, что он пишет. Марка возьми и приведи с собой, ибо он нужен мне для служения. А было время, сказал, какой Марк, пускай отдыхает, он отстал от нас, мы его, я возьму силу и пойду. А наступил момент, когда он нуждался в Марке и говорит, Марка возьми с собой, он нужен мне для служения. Драгоценные, мы нужны друг для друга. Аминь. Мы помогаем друг другу становиться лучше. Аминь. А не хуже. Мы учимся любить друг друга. Мы друг для друга тренажеры, чтобы возрастать. В меру действия каждого члена написано, мы созидаем самого себя в превращении в любви. И это может происходить только в теле. Аминь. Слава, можешь поиграть? Давайте помолимся. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, Дух Святой, Отец. Благодарю Тебя. Я хочу помолиться за лидеров церкви. Если вы в каком-то служении, можете выйти сюда? Я просто хочу вас благословить. Аллилуйя, Дух Святой, Отец, я благодарю Тебя. Хочу высвободить благословение и прославление тоже. В любом служении, если вы находитесь, пожалуйста, можете выйти. Любое служение. Аллилуйя, Дух Святой. Как только я приехал сюда, вот в церковь, да, молиться, мне слово такое пришло. Верный человек, богат благословением. Верный человек, богат благословением. Вы стоите здесь, потому что вы верны Господу и церкви. Костя, тоже. Знаете, это важное служение, гостеприимство. И это нас. Потому что это, мы знаем, что такое служение гостеприимства. Это очень непростое служение. Встречай гостей, корми, пои, спать укладывай, они. Аллилуйя. Дух Святой. Поднимите руки, я просто, пусть помазание придет, укрепление. Отец, я благодарю Тебя за этих драгоценных Твоих детей. Господь, для меня большое благословение быть рядом с ними, большая честь молиться за них, Господь. Дух Святой, Дух Святой. Давайте поклонимся сейчас еще какое-то время, я буду молиться. Аллилуйя, Господь. О, Господь, за все Тебе слава, за все Тебе слава, за все Тебе слава, во веки аминь. За все Тебе слава, за все Тебе слава, за все Тебе слава. Все от Него им сотворено. Все от Него им сотворено. За все Тебе слава, за все Тебе слава. За все Тебе
начинаем тонуть. Как только мы начинаем смотреть на обстоятельства, мы начинаем тонуть. Господь тебе говорит: дочь моя, смотри всегда на меня. Аллилуйя. Я все сам буду делать. Ты даже не переживай, когда, что. Просто смотри на Него. И будь верна малому Иисус Христос. Отец, Дух Святой, прикасайся, Отец. Глория Господу, Святой Иисус. Господь, я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь, Дух Святой. Аллилуйя, Господь, Дух Святой. Господь, я благодарю Тебя. Радость, радость Господи. Радость Господи. Дух Святой, благодарю Тебя. Господь, Он укрепляет вас. О, аллилуйя, Иисус, Господь, Дух Святой. О, Господь, просто Боже укрепляет, вдохновляет, обновляет, Господь, Дух Святой. Иисус, о, аминь, Господь. Отец, я благодарю Тебя за драгоценную сестру, за Твоего сотрудника. Господь, что Ты помазал ее, благовествуя, Господь, Твое Слово. И, сестра, Бог хочет, чтобы ты молилась за больных. Помазывала, или ты будешь видеть исцеление для славы Его. Не бойся. Где-то будет происходить исцеление, где-то не будет, но это не твое дело. Бог будет делать это, когда захочет. Во имя Иисуса Христа, Отец. Дух Святой, Отец. Благодарю Тебя, Дух Святой. Аллилуйя. Господь Царствие, Господь, благослови этот дом, семью, Господь, Дух Святой. Иисус, Господь, аллилуйя. Отец, благодарю Тебя, драгоценную сестру, Отец. Дух Святой, то она не Господь, помазывай, Господь, помазывай уста, Господь, Дух Святой. Иисус, аллилуйя, аллилуйя, Господь, Дух Святой. Пусть Твоя благодать будет над ними, Господь. Пусть Твоя сила приходит, Господь, во имя Иисуса, на этот дом, на эту семью. Отец, пусть они будут благословением для семейных пар. И они будут видеть, Господь, их отношения. И это будет приближать их к Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа, Отец, Дух Святой. О, аллилуйя, аллилуйя, Господь, царствуй. Господь, царствуй, Господь. Господь, царствуй, Господь, Дух Святой. Благодарю Тебя за этих драгоценных моих братьев и сестер. Да будет благословено имя Господа наше, Отец. Благослови, Господь, Дух Святой. Помазание Твое, Господь, Дух Святой. Пусть течет, Господь, как река. Во имя Иисуса Христа, Отец, Дух Святой. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Богу. Драгоценные, держитесь Бога, да, держитесь церкви, это очень важно. И пусть Его благодать пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Дайте Богу воздадимся славу. Драгоценные, вы благословлены? Да. Аллилуйя. И я хочу сейчас сказать, что Даниил Сагенбекович, он стоял у истоков зарождения церкви «Краеугольный камень». Как только церковь зародилась, у нас был пастор Александр Олегович Жирков. И вы все хорошо помните, те, которые с основания церкви здесь. И Даниил Сагенбекович часто приезжал, часто наставлял нас. И это помазание, которое сейчас она распространяет по всем церквям Дальнего Востока, Северо-Восточного Союза, оно есть, оно работает, оно такое мощное помазание. Это можно даже назвать помазанием любви Божьей. И у нас есть с основания зарождения церкви, как только началась церковь «Краеугольный камень», у нас есть добрая традиция. И это служение называется «Дар служения любви». Об этом сказано даже в Писании, что наставляемые словом мы должны делиться всяким добром с наставляющими нас. Это значит,
должны поддерживать их служение. Потому что многие служители Евангелия, которые ездят и укрепляют церкви, заседают церкви, они на них получают прямую зарплату, такую поддержку, как сказать, на что могут они жить. И когда мы видим, что они, будучи в другой церкви, будучи пасторами других церквей, к нам приезжают и заботятся о нас, посвящают нам время, это есть большое благословение. А в ответ мы их должны поддержать своими благословениями. То есть мы сегодня не можем привозить такие целый воз, там, брусники, может быть, мясо, но мы можем благословлять их финансово, да? И поэтому, если вам это интересно, вы можете обо всем этом посмотреть. 1 Коринфянам, 9 глава, начиная с 9 стиха по 16 стих. Но я отсюда скажу об одном стихе, потому что это не мы придумали, это не пастора придумали, но так повелевает Господь. Об этом сказано. 1 Коринфянам, 9 глава, 14 стих. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. И поэтому я попрошу, если кто получил благословение, можете свою частичку себя, любви вложить в этот ящик. И сейчас я хочу также, если у вас есть время, можем остаться на некоторое время, чтобы с пастором Данияром пообщаться. Это будет в формате общения, как круглого стола, да? Если у вас нет дерзновения напрямую задать вопрос, то можете написать на бумаге вопросы касаемо духовного нашего возрастания, христианства, в общем, духовные вопросы. Но не вопросы нашей церкви, потому что у нас есть пастор Алексей, у нас есть служителя, ответственные диаконы, и те вопросы, которые касаемы лично нашей церкви, мы будем задавать нашему пастору и нашим служителям. Хорошо? И поэтому я приглашаю вас на общение. Но сейчас можем вот так по кругу сесть, стулья расположить.